Успеха или сделать карьеру в нем могут, как правило, только здоровые люди, а инвалидов у нас стараются попросту не замечать. А ведь среди них немало талантливых людей с высшим образованием. Именно для таких людей создан учебно-производственный вычислительный центр «Талбон». Учебно-производственный вычислительный центр «Талбон» был создан в марте 1991 года. Основная цель нашего центра – это социальная реабилитация инвалидов, создание рабочих мест на базе персональных компьютеров и дальнейшее трудоустройство. Мы зарабатываем сами на себя, поэтому мы работаем и со всем населением нашей республики. Инвалидов мы стараемся обучить бесплатно, чтобы с их стороны не было затрат финансовых. То есть или сами как-то стараемся, или через биржу труда, или через фонд занятости, или Министерство социальной защиты. С 1995 года мы приступили к созданию учебников для незрячих. В начале 90-х годов у нас появилась национальная концепция, своя концепция возрождения национальных школ. И в свете этой концепции мы приступили к изданию для нашей школы учебников на якутском языке по системе Брайля, точечно-рельефным шрифтом, как я выше сказал, для незрячих. Мы имеем два принтера, которые помогают нам распечатывать наши учебники, как я сказал, по системе Брайля, точечным шрифтом. Но это принтеры бытовые. Желательно, конечно, нам иметь в дальнейшем более мощные принтеры. Сейчас мы выпускаем где-то по 5 экземпляров, но хотелось бы побольше экземпляров выпускать, хотя бы по 10, по 15, по 20. Наши члены общества слепых желают читать книги на якутском языке по системе Брайля, но, увы, таких книг ни раньше не выпускалось, ни по сей день. Москва такие книги не выпускает. Так как мы владеем этой технологией создания учебников, создания художественной литературы, издания, то здесь на месте, как говорится, у нас в республике, то хотелось бы, чтобы Министерство образования и соответствующие структуры из правительства, и мэрия также обратили бы на нас внимание в этом плане и поддержали бы наш энтузиазм. Мы благодарим за всемирную поддержку нашего центра, руководство университета, которое выделило нам помещение, а также Власова Василия Михайловича, который помог нам приобрести специальные принтеры, Жиркова Егора Петровича, который выделил, будучи министром образования, компьютеры нам, и Бородин Павла Павловича, который выделил нам специальное автоматизированное рабочее место для инвалида, с помощью которого мы как раз и реабилитируем наших сотрудников и издаем наши учебники. И в заключение я хотел бы пригласить всех жителей города и республики пройти наши краткосрочные двухнедельные курсы пользователей ПВМ. Мы проводим наши курсы и выдаем удостоверения на основании лицензии Центра лицензирования и сертификации Управления профтехобразованием нашей республики. Предоставляем банковские реквизиты для желающих оказать финансовую поддержку учебно-производственному центру инвалидов «Талбон».